Малоимущие семьи страны продолжают получать продовольственную помощь. Поддержка оказывается как по линии государства, так и со стороны частных структур. Для справедливого распределения помощи отечественные разработчики создали специальный сайт, на котором можно оставить заявку на получение помощи онлайн. Подробнее в репортаже Бекмамата Санбекулу. Для семьи Бермета Айталиевой сейчас тяжелое время. Она вместе с мужем осталась без работы. В сложившейся ситуации супруги получили муку из фонда Госматрезерва. Спасибо, что не оставляют малообеспеченные семьи в это тяжелое время. Без помощи сейчас нам было бы сложно. Помощь должны получить все нуждающиеся. В настоящий момент поддержка уже оказана свыше 90 тысячам семей. В Бишкеке помощь получили 10 800 нуждающихся семей. В городе Ош 4331 семья. В Ошской области помощь доставлена в 33 144 семьи. В Чуйской области 6111 семей. В Джалалабадской области 13 536 семей. По Баткенской области помощь получили 8427 семей. В Иссык-Кульской области 13 048 семей. В Нарынской области гуманитарную помощь получили 2562 семьи. В Таласской области 1988 семей. Малоимущим наравне с государством помогают и частные структуры. Для того, чтобы получить помощь было максимально удобно, создан специальный портал, объединяющий все списки нуждающихся. Обратиться можно через номер колл-центра 1227, либо через специально созданный сайт 1227.tunduk.kg. Гражданин может обратиться в колл-центр. В колл-центре запишут все его регистрационные данные и введут в систему. Также гражданин может самостоятельно зайти на сайт 1227.tunduk.kg и самостоятельно подать заявку на получение помощи. В первую очередь необходимо ввести фамилию, имя, отчество, персональный идентификационный номер, номер телефона, адрес, место проживания. Этого достаточно, чтобы сформировать заявку. Дальнейшая обработка информации уже производится на стороне сотрудников. Ответственные сотрудники Министерства труда и социального развития, органов местного самоуправления проверяют данные и после этого принимают решение об оказании помощи, позволяет тем самым справедливо распределять помощь, которая оказывается. При самостоятельном заполнении заявки гражданин может уточнять ее статус, одобрена ли она или же нет. Отмечается, что электронная система поспособствует оказанию точечной помощи действительно нуждающимся слоям населения. Где регион, где он проживает. Бекмамат Санбекулу, Мейримбек Джусупбек Улу, ЛТР Бишкек. И подает заявку.